До наступления Нового года осталось всего несколько недель, а ощущение праздника всегда дополняет яркое оформление. Вот и столица нашей республики засияла гирляндами, как и главный символ праздника – елка, расположенная рядом с башней Согласия. Но нарядить 20-метровую красавицу оказалось настоящим испытанием. Сверху мы ее уже покрыли елочными ветками. Ну и уже завершающая часть была тоже очень сложная, но, наверное, самое приятное – это уже оформление. То есть мы старались выбрать самое красивое и приятное оформление и оформили ее в триколоровском горизонтальном стиле. Вот. В общем, как говорят нам люди, в общем, получилось очень даже неплохо. Людям нравится, детям нравится. К оформлению Магаса администрация подошла креативно. Украшенные гирляндами елки, подсвеченные остановки, дождевые зонты, ожившие фонтаны. И даже у входа в Аланские ворота столица встречает цифрами, знаменующие наступающий год. Город, освещенный в ночное время ярким светом, приковывает взор всех жителей столицы. Практически каждый день туристы за границей России, города, туристы каждый ряз карточки съемки довольны, жители города довольны, вообще довольны. Дневной облик Магаса не сравнить с ночным, и праздничная атмосфера даже в холодные вечера греет душу. К примеру, подсвеченная оленя упряжка, куда часто ходят фотографироваться и дети, и взрослые. Еще одно ноу-хау, придуманное администрацией города пару лет назад. Вот такая необычная конструкция в виде наступающего года очень полюбилась местным жителям. Изюминка этой конструкции заключается в цифре 0. В небольшой шар может зайти любой желающий, чтобы сделать селфи. Семья Яндиевых также не упустила возможности сделать памятное фото. Дети с азартом и неподдельным восторгом радуются яркому ночному зрелищу. И, как все в их возрасте, наверняка верят в Деда Мороза, исполняющего любое желание. Конечно, при условии, если ты хорошо себя ведешь в течение года и слушаешься родителей. Вот Аминат Яндиева уже решила, что хочет попросить у новогоднего волшебника золотую рыбку, как в сказке. А пока девочка поздравляет всех жителей столицы с праздником. Удачи! Чтобы все жили очень хорошо. Чтобы у них очень хорошо прошел Новый год. А старший брат Адам сам не прочь примерить роль Деда Мороза. Открытки или что-нибудь с магазина там покупаю. Если там есть подарки там, или что-то для сестры, вот покупаю. Студент НГГУ Ибрагим Мальсагов в детстве тоже писал письма доброму волшебнику. Однажды загадал себе машину, джип, ждет до сих пор, отшучивается молодой человек. Но какое же разочарование, когда узнаешь, что переодетым дедушкой, дарившим подарки, оказалась родная тетя. Сейчас Ибрагиму 21, Деда Мороза больше не верит. Но будь бы он на самом деле, одно желание он бы у него загадал. На Новый год и во все времена. Хоз вей мох кам хоз ханку гута дяди шаш самалту шама хоз тихкин хоз беркати дуат киртуша. До кануна Нового года есть еще время, и дарить праздничное настроение сможет не только столица, но и другие города нашей республики. Напомним, что в начале декабря администрация Магаса объявила конкурс на лучшее праздничное оформление магазинов. Кто хочет поучаствовать, должен направить в ведомство заявку до 27 декабря. Дана Плеева, Ислам Арапиев, Новости 24.